В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг на тему противодействия коронавирусу. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в Якутии на 30 сентября. Добрый день. Расскажите, какова ситуация с коронавирусом в регионе сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Ситуация с распространением и допущением коронавирусной инфекции на территории республики остается напряженной. На настоящий момент за прошедшие сутки количество случаев, к сожалению, увеличилось до 85 случаев по данным Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. При этом в городе Якутске зарегистрировано 47 случаев, в Мирнинском районе 9, в Алданском 7, в Амгинском, Неренгринском районах по 4 случая, в Верхневилюйском, Алекминском районах по 3 случая, в Ленском, Микино-Кангаласском и Миконском по 2 случая и по 1 случаю зарегистрировано в Оленёкском и Хангаласском районах республики. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы, им предложена либо самоизоляция. У нас продолжают работать обсерваторы в 2 улусах республики, в Верхневилюйском и Вилюйском, либо непосредственно изолирование, если нет возможности, в этих изоляторах. Все остальные контактные лица находятся на самоизоляции под четким контролем Министерства внутренних дел посредством геолокации. Каждодневно сотрудники Министерства внутренних дел докладывают о том, какое количество выявлено нарушивших, и, соответственно, необходимо обратить внимание, что такое количество нарушивших, именно режим изоляции, оно сегодня сводится к небольшому количеству, но если он появляется, то профилактическая работа с гражданами проводится. Летальных исходов зарегистрировано за прошедшие сутки 1 случай. За эти сутки проведено 3897 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что ситуация, которая сегодня сложилась в республике, она, безусловно, сегодня заставляет нас в том числе принять ряд мер, которые непосредственно связаны с усилением режима ограничений, которые есть. К таким мерам в том числе и относится указ главы Республики Саха-Якутия, на основании которого предусмотрена административная ответственность для работодателей, привлекающих к работе граждан, страдающих хроническими заболеваниями, и граждан старше 65-летнего возраста. Данное правило не распространяется на медицинских работников и медицинские организации, где данное право устанавливается по желанию самих сотрудников как таковых. Все разъяснения для работодателей будет также осуществлять Министерство труда Республики Саха-Якутия для того, чтобы снять вопросы и возникающие проблемы с обращениями граждан. Необходимо обратить внимание, что для сентября месяца, конец сентября уже у нас заканчивается сентябрь, в городе Якутске количество вызовов на скорую помощь увеличилось в кратном порядке. Тем не менее, из тех случаев вызовов, а их непосредственно очень большое количество, только часть вызовов относится к компетенции скорой помощи. Каждое утро оперативным штабом республики отсматриваются наиболее проблемные и сложные вопросы по обращению в скорую помощь. Я достаточно ответственно заявляю, что ни разу с сотрудниками скорой помощи города Якутска не было допущено грубости или повышения голоса. Соответственно, достаточно четко и понятно сотрудники скорой помощи объясняют алгоритм действий. Если ситуация неотложная, то скорая помощь выезжает. Если ситуация относится к компетенции поликлиники, то направляется в поликлиники. Сегодня во всех поликлиниках города Якутска действуют непосредственно соответствующие горячие линии. Да, в связи с тем, что звонков достаточно много. Так, на одно из учреждений города Якутска вчера поступило порядка 25 тысяч звонков. Эти звонки, естественно, обрабатываются, и период ожидания граждан составляет 30-40 минут до ответа. На сегодня в этом учреждении работает 20 операторов. Так как непосредственно проблема связана с тем, что все-таки граждане хотят, чтобы мы непосредственно им быстрее оказывали и эту помощь как таковую, поэтому, соответственно, вместе с Мининновацией, Минздравоохранения предложит иные варианты рассмотрения вопроса для того, чтобы убыстрить эту ситуацию.
При оперштабе сегодня по решению главы Республики Саха-Якутия создается особая группа оперативного реагирования на те обращения, которые поступают через социальные сети. Необходимо обратить внимание, что анализ тех обращений, которые, например, были за последние 2 дня, из 5 обращений, обязательно требующие госпитализации, они были все рассмотрены. Из них только 2 обращения имели место основания для принятия мер. Иные обращения в основном это были обращения, которые требуются лишь только дополнительное разъяснение. Поэтому в данном вопросе, соответственно, приняты меры для проведения разъяснительной работы и работы с каждым обращением, если они возникают. Безусловно, эти проблемы необходимо снимать, потому что сегодня именно снятие панических настроений населения, связанных и с осенью, и связанных с заболеванием, и с ОРВИ, и с неясностями, как же будет жизнь продолжаться по новым условиям, как перед всем новым, оно и вызывает очень много вопросов. Учреждения здравоохранения готовы дальше лечить и продолжают лечить коронавирус на территории нашей республики. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в республике, а мы продолжаем нашу программу. Владимир Путин предложил продлить выплаты медикам на октябрь и указал регионам быть готовыми к любому развитию ситуации. Президент призвал объяснять россиянам опасность коронавируса. Людям надоели всевозможные ограничения, но коронавирус никуда не ушел. Это тихий, но опасный враг, заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин призвал всех руководителей аккуратно, но настойчиво объяснять реалии и предлагать необходимые меры защиты от инфекции. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о выплатах медикам и заявила, что им нужна более справедливая оплата труда. Президент предложил учесть это в будущем. Действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества. В связи с понижением класса пожарной опасности в лесах Якутии объявлено окончание пожароопасного сезона. Первый вице-премьер региона Алексей Колодезников на итоговом совещании поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации пожаров, в том числе и население. В этом году порядка 3000 сельчан приняли активное участие в защите своих населенных пунктов. Этот год отличился дефицитом осадков, сухой и жаркой погодой, вследствие чего на протяжении всего сезона установился высокий класс пожарной опасности. Огнем пройдено почти 6 миллионов гектаров леса. Основная часть пожаров находилась в зоне контроля. Наиболее пострадавшими районами стали Среднеколымский, Тампонский и Момский. Мы справились с задачей. Очень много было угроз населенным пунктам. Ни один дом не пострадал, ни один житель у нас не погиб. Это основная задача, которая по сути своей была решена. Более 3000 человек было мобилизовано. И я хотел бы сегодня высказать слова благодарности всем тем, кто участвовал в тушении пожаров. Это Якутская авиалесоохрана, это федеральный наш филиал авиалесоохраны, Якутлесресурс, это МЧС. Конечно же, это главы районов, главы поселений, наши сезонники, их 372 человека было. И, конечно же, это наше население, которое было мобилизовано, и благодаря которому все-таки мы смогли справиться с угрозами. И сегодня говорим, что у нас пожароопасный сезон закрыт. Геологи Алроса исследуют новое кимберлитовое тело неподалеку от Айхала. Новая кимберлитовая трубка находится под озером Мутное в 12 километрах от поселка. Подтвердив алмазоносность кимберлита, геологи приступили к определению его границ, после чего можно будет начать подсчет ресурсов, а затем и запасов. Это позволит оценить перспективы промышленного освоения нового рода проявления. Предполагается, что буровые работы будут завершены во 2-м квартале, а предварительная оценка прогнозных ресурсов будет подготовлена в течение лета следующего года. Чтобы точнее оценить размеры рудного тела, перекрытого озером, специалисты Алроса используют методику электротомографии.
Власти Якутии планируют увеличить поставки угля в Китай. Возможность этого обсудили в ходе онлайн-конференции, сообщает Генеральное консульство России в Харбине. В видеоконференции приняли участие руководители профильных ведомств российского региона и китайской провинции, а также представители угледобывающих компаний, которые выразили взаимную заинтересованность в увеличении поставок якутского угля в провинцию Хэйлунцзян, говорится в сообщении. Отмечается, что Якутия стала среди регионов Дальнего Востока крупнейшим поставщиком горючего камня. По итогам прошлого года объем поставок угля из России в Китай увеличился на 17,5% и составил 32 миллиона тонн. В рамках федерального проекта «Современная школа» состоялся всероссийский марафон открытий центров образования «Точка роста». Участие в телемосте приняли общеобразовательные организации 8 регионов страны, в том числе и Якутии. Наш регион удостоился чести представить Дальний Восток. Подробности в материале Виктории Федоровой. Всего в 42 общеобразовательных организациях республики одновременно со всей страной открылись центры «Точки роста». Как отметил глава республики Айсен Николаев в своей приветственной речи, современные и комфортные образовательные пространства, оснащенные всем необходимым оборудованием и техникой, позволяют детям развиваться, раскрывать свои способности и таланты. В этом году 40 миллионов рублей из бюджета выделено на как раз оснащение точек роста по республике. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. И уверен, что вот последние решения, когда у нас появляются вот точки роста, IT-куб, различные IT-парки детские, так, это все позволит нам более динамично развивать систему образования. Один из центров «Точки роста» развернут на территории поселка Жатай в школе номер 2. В направлении исследовательская деятельность открыто 3 кабинета – информатики, ОБЖ и технологий и проектной деятельности. Будут проводиться занятия по моделированию, будут проходить занятия информатики по программе «Лого» в начальных классах, будут проходить занятия по 3D-проектированию, медиастудия наша будет работать. Также интересная программа представлена и в направлении медиастудия и журналистика. Юные корреспонденты занимаются сбором информации, освещением мероприятий и раз в четверть выпускают свою газету. Это направление очень интересно тем, что оно помогает развивать не только свои писательские навыки, но и помогает развивать свои навыки общения. Мы находим здесь много друзей, мы тем самым вертимся, так скажем, в общей общественной жизни школы. Мы, можно сказать, узнаем все новости и тем самым... Благодаря таким центрам школьники всей страны, в том числе и проживающие в отдаленных сельских местностях, получают возможность осваивать новые технологии. Организаторы уверены, что такие шаги позволят Якутии войти в число 15 лучших регионов страны по качеству образования. Виктория Федорова, Юрий Осипов, Георгий Николаев, Якутск. Также точка роста открылась в Хандекской средней школе. На торжественном открытии Центра цифрового и гуманитарного профилей учителей и школьников поздравили представители администрации района, управления образования и родительского комитета. В ходе экскурсии гости посетили обновленные кабинеты информатики, ОБЖ, технологии, а также коворкинг-центр, где преподаватели провели презентацию высокотехнологичного оборудования, представили авторские видеопроекты на платформе Scratch, продемонстрировали медиазону и места для проектной деятельности. В школах Якутии, несмотря на пандемию, продолжается обучение с соблюдением всех необходимых санитарных норм. На помощь приходят и современные разработки. Так, на базе одной из школ столицы заработал робот-дезинфектор. О его возможностях расскажет мой коллега Петр Васильев. Петя, приветствую. На что способен механический уборщик? Сергей, я тебя приветствую. Действительно, обучение в школах нашей республики станет еще более безопасным. Сейчас мы находимся в здании Саха-политехнического лицея, где проходит апробацию робот-дезинфектор, созданный на базе ранее уже известных в нашей республике роботов Ведроид. Подробнее о том, как пришла идея переформатировать технику в условиях нынешней эпидситуации, нам рассказали авторы проекта. Предлагаю послушать. Сама идея к нам пришла после пандемии. У нас были роботы-уборщики до этого. Сейчас мы начинаем заниматься уже роботами-дезинфекторами, что, в принципе, сейчас очень рентабельно, очень, так сказать, хайпово даже. Роботы-дезинфекторов мы запускаем в школы, больницы. Сейчас тестируем в 14-й школе, в политехническом лицее.
Ну, тесты проходят довольно-таки неплохо. Ранее эту технологию уже применяли в поликлиниках нашего города, однако выгодное отличие нынешней модернизации роботов заключается в том, что работу он может осуществлять уже в присутствии людей. Я предлагаю посмотреть, собственно, как он работает. Его выгодное и первое главное отличие в том, что он стал значительно легче своих предшественников. Теперь он весит всего лишь 42 килограмма. Также на него установили два вот этих вот рециркулятора, там стоит кварцевые лампы закрытого типа, именно они и позволяют осуществлять работу, собственно, в присутствии детей. Помимо этого его оснастили новыми батареями, он может работать автономно до 5-6 часов и, собственно, за период работы может убрать до 2000 квадратных метров помещения. Как отмечают сами авторы проекта, после апробации его будут использовать в зданиях аэровокзалов, ЖД вокзалов, торговых центров и многофункциональных центров. Сергей, у меня на этом все. Петя, спасибо. Петр Васильев рассказал о роботе-дезинфекторе. 27-я международная олимпиада школьников Туймада состоится в Якутске. Это один из ведущих интеллектуальных конкурсов на Дальнем Востоке и в Российской Федерации, на которых участники могут продемонстрировать свои знания и способности в области точных наук. В 1994 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева была принята президентская подпрограмма «Одаренные дети». В рамках этой программы впервые была проведена международная олимпиада школьников по математике, физике, химии и информатики. Тогда ее участниками были команды из Румынии, США и Якутии. Масс-рестлинг набирает обороты. Сахалинцы выявили сильнейших на турнире по перетягиванию палки. Соревнования прошли в городе Поронайск. Якутский национальный вид спорта на острове пользуется большой популярностью среди молодежи. Так, участниками турнира стали мужчины от 18 лет, а также девушки и юноши с 10 до 17. Впервые на помост вышли и дошкольники. У юных сахалинцев сначала прошли обучающие схватки, а затем и борьба по всем правилам. Самые маленькие участники соревновались в абсолютной весовой категории, а взрослые спортсмены разделились в 4 весах. Принять участие в турнире мог любой желающий. Занимаюсь масс-рестлингом, всем советую этим заниматься. Я пришла сюда год назад и участвовала в соревнованиях дважды, и сегодня я взяла первое место. Я сегодня победил в категории до 70 килограмм в соревнованиях по масс-рестлингу среди городов Сахалинской области. Занимаюсь масс-рестлингом пару лет. Очень нравится вид спорта. Участвуем, ездим по всей России, выступаем на всероссийских соревнованиях. Региональная федерация масс-рестлинга на Сахалине была создана в 2016 году. Тренировки спортсменов проходят в городе Поронайск. Их любимый тренажер – тяга вертикально расположенных грузов. Тренажер сахалинцы специально заказали из Якутска и остались довольны. Уже в следующем году спортсмены планируют принять у себя на острове абсолютный чемпионат России по перетягиванию палки. Сейчас идут переговоры. Мы надеемся, что нас поддержит Всероссийская Федерация, Международная Федерация масс-рестлинга, и мы на территории города Поронайска проведем абсолютный чемпионат России, что у нас соответствует, и оборудование соответствует, и очень интерес большой к этому. Много детей у нас занимается, население к этому стало активно. Это единственный город Сахалинской области, где у нас официально развивается национальный вид спорта, именно борьба масс-рестлинг. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.